все умные дети немножко странные. Талантливые, да. Немножко странные. Все-таки за ментальную арифметику я против нее был, честно говоря. То есть какая-то арифметика, это не математика, не алгебра. Это машина, электронная машина. Да. Вот поступая, например, в вашу гимназию с уклоном на физику, математику, да, детям помогает знание, то, что они до этого учили 3-4 года читать на пальцах ментальную арифметику? То, что мы в свое время в университете изучали, наши ученики в смысле 6-7 классе проходят. Ты ребенка мучаешь, он учится, да, то есть с детства нету, чтобы поступить в школу. Поступает в школу, он уже умеет читать, писать, считать, ему говорят, это буква А. На ветке сидели 40 сорока. Охотник подошел, выстрелил, попал в шестеро упали. Сколько на ветке осталось? Сорок? Представьте себе, все неправильно ответили. Сколько осталось? Ни одной. Всем привет, это подкаст «Три медведя». С вами я, Белый, Искандар Мирзганиев, наша ворожительная Зибота Джибаева, Бехрус Насрединов и Фархот Хулматов. И наш незаменимый оператор Халил Буриев. Абдухалил Буриев. В прошлый раз он меня за это пожурил. Тема сегодняшнего подкаста – это частные школы. Что это, бизнес или потребность для родителей и детей? Как открыть школу по всем требованиям? Как найти хороших педагогов и избежать текучки кадров? Обо всем мы сегодня поговорим с нашим гостем, руководителем Хатам ИПВ Юсуфом Абдухатовичем. Доброе утро. Доброе утро. Утро тяжелое. Утро тяжелое, да. Так, Юсуф Абдухатович. Так, примите для начала наши соболезнования, потому что утрата, да, в этом году это была большая утрата для Таджикистана, для всей сферы образования Таджикистана. Смерть вашего отца, это было просто неожиданно, потому что я сама лично его долго знала, и мы постоянно общались, потому что любая олимпиада, в которой участвовали наши ребята, она всегда сопровождалась тем, что ваши именно ученики привозили медали. Спасибо. Каждый раз. Спасибо. И поэтому это было неожиданно для нас. И я вот сейчас как раз хотела познакомиться с вами, потому что вы сейчас полностью управляете всем процессом. Не полностью, но частично. Частично, да? Да. 17 лет в вашей школе, в вашей гимназии для одаренных. Она таджикско-российская по-прежнему считается или уже полностью? Таджикско-русская. Таджикско-русская, только потому что два языка обучения. Да. Таджикский и русский. Таджикский и русский. Что для вас лично? Частная школа – это бизнес все-таки? Или вот как раз-таки, как говорил Искандар, потребность, возможность удовлетворить потребность родителей и их детей в образовании, в хорошем образовании? Как раз это не бизнес, на самом деле это удовлетворяет потребность учеников, потому что в данный момент, если захотеть зарабатывать в сфере образования, это надо такой договор заключить, что не осилят где-то, может быть, всего 5 или 7% родителей. То есть стоимость будет очень высокая. Да. Пока то, что у нас вот этот договор не очень-то высокий, но на самом деле, с другой стороны, не маленькая, но это в основном тратится на оплату заработок учителей, содержание гимназии, все эти. Сколько сейчас в год оплата за одного ученика? 10 200 суммы. И все платят ребята? Нет, или у вас есть все-таки те, которые освобождены, насколько я знаю, те ребята, которые медалисты. То есть какие условия должны быть у ребенка, чтобы он был освобожден от уплаты? При поступлении все дети сдают контрольный тест. Но по итогам мы принимаем учеников. Но бывают такие ученики, которые высокий балл набирают, но не в состоянии оплатить стоимость обучения. Поэтому это зависит от какую долю они могут оплатить. Мы говорим с родителями, а остальное, как говорится, освобождаем. За счет гимназии будут учиться. А есть такие дети, которые на самом деле ничего не могут оплатить. Но они, когда вот этот контрольный тест проходят, видно, что
уже сразу заметно, что этот ребенок талантливый, большое будущее. Поэтому сразу берем этих детей, но с условием, что он никогда не снижает свой этот уровень. В смысле, он всегда должен показать высокий уровень. В смысле, он всегда... как с ним договариваться в таких случаях? Ну, вот представьте себе, вот говорим, с родителями сидели иногда опекуна. То, что вот этот ребенок такой, он сам сидит. То есть он присутствует. Скажем, это от тебя зависит. Вот тебя примем, чтобы всегда так держался. Но были случаи, на самом деле, по каким-то причинам дети перестали заниматься. Но это может быть по разным причинам. По семейным были или другие причины. Поэтому, чтобы этот ребенок все это видел. Или бывает так, что вначале мы приняли ребенка, в смысле, они могли оплатить, но потом, попозже, случилось то, что или папа умер, или там какие-то ситуации, все равно ребенок талантливый тоже освобождается. В основном у нас освобождаются все дети, которые где-то будут какие-то выступать в олимпиадах и занимать какие-то места. Это в другим, чтобы всем видно, это сразу объявляем, что это вот ученика по причине того, что вот в какой-то международной олимпиаде занимал вот это какое-то место, получил медаль, и мы снижаем оплату на столько процентов. Вот потихоньку и были такие дети, которые где-то после 9 класса не то что были освобождены, они еще получили стипендии. Такой стимул, да? То есть ребенок понимает ответственность. Если родители тратят такую большую сумму, он уже разделяет эту ответственность. А сколько в среднем в классе человек? Ну, это младший класс от 20 начинается начальный, 20 до 25-26, а старшие классы доходят до 30. Ну вот мы почему-то считаем, что это и бизнес, и потребность. А если сейчас взять государственные школы, то там по 50, по 60 человек в одном классе сидят. То есть по времени просто невозможно каждого опросить, учитывая, что урок идет всего лишь 45 минут. И спросить каждого, научить каждого, и поэтому, мне кажется, все ищут частные школы, чтобы поменьше детей было, чтобы их ребенку уделили внимание. А сколько у вас при поступлении на одно место людей? Ну, раньше было намного больше, где-то до 10 даже доходило. Да, на одно место. Да, а сейчас где-то максимум 2-3. Это потому что уровень знаний у детей снизился или возможности финансовые у родителей? По-моему, первое то, что финансы, во-вторых, к счастью, частных школ намного стало больше. Раньше это вообще была редкость, да, большая. Редкость. Сейчас очень много, но все хотят какие-то иметь результаты и показывать себе, поэтому сейчас намного меньше. Это вообще-то нам тоже хорошо. В том смысле, что когда появляется конкуренция здоровая, это очень хорошо, очень полезно. Поэтому нам желательно, чтобы очень много. Чем частная школа отличается от государственной? В принципе, образовательная программа общая же идет. Да, общая. Вот то, что в частных школах, допустим, мы программу, вот у нас нормированная, там, столько часов должно быть за неделю, мы плюс добавляем дополнительные уроки. Уклон у вас делается на физику и математику, да? Все технические. Физика, химия, математика, программирование, биология и английский язык. В основном вот эти 6 предметов. Да, дополнительные уроки будут. Вот дети, то, что не понимают во время основной, они вот у нас дополнительные уроки будут. Каждый день 3-4 часа. В основном эти технические предметы. Они могут больше заниматься вот этим. И в основном практически. Вот то, что говорите, в количествах классах очень много учеников, если в практике так много. По поводу количества, то, что сказали, что много учеников, если это практические занятия, в смысле вот математика, вот практика, или физика, или химия, вот спросить столько учеников, к сожалению, никак не получится. Если даже 25 человек не получится. Поэтому вообще-то в классе у нас оборудованы несколько досками, вот несколько. Сразу можно с 8 человек вызвать к доске, каждый по-разному задавать, и сразу в течение 5 минут 8 проверить, как они решат.
А время практики меньше народа, тем лучше. Поэтому мы разделяем несколько вот по группам. Дополнительные физики, вот те, которые выбрали уклон физики, подойдут к физикам. Математикам, химикам, программистам. Вот в смысле они там человек 10-12 собираются и вот занимаются. Вот то, что у нас большие успехи, вот именно в этом, то, что они больше занимаются практикой. Меньше народ, и задачи не на уровне уже в смысле своей программы, уже намного выше. И сейчас то, что мы в свое время в университете изучали, наши ученики, в смысле, в 6-7 классе проходят. Это не только в нашей гимназии, вообще-то уже уровень намного выше. И дети, представьте себе, дома у вас наверняка ваши дети многие вещи знают, которыми взрослые. Вообще, вот, такие задачи сейчас не в зуб ногой сможем как-то решать. Это на самом деле это хорошо. Поэтому мы идем вперед. Я хорошо алгебру знала и математику, поэтому мне я чистый гуманитарий был с детства. Я как раз таки, я говорю, как плохо, что в мое время не было таких математических школ частных, я бы с удовольствием бы. Я думаю, что я бы и смогла бы поступить. А если ребенок не справляется, скажем, с нагрузкой, потерял концентрацию на обучение, скажем, это же бизнес все равно, с ним как поступаете? Пытаетесь вытянуть или все-таки выгоняете из школы? Скорее всего, попросим, чтобы он ушел. Потому что когда ребенок не успевает, не получается, а у остальных наоборот, все идет нормально, ребенок хочет по-другому себе показывать. Начинает мешать, во-первых. Начинает что-нибудь творить, что неправильно. В смысле, лучше, что такого не было. Из-за одного потратить несколько вот таких учений, хороших учений лучше не надо, поэтому попросим, чтобы он. То есть это фактически получается, если ребенок как бы конфликтует, да, он то есть пытается завоевать доверие или внимание другими способами, в том числе конфликтами с одноклассниками. Как вы решаете такие вопросы? Даже если ребенок в принципе успешный, если он хорошо учится, но при этом у него конфликты, то есть у него такой характер, он очень конфликтный, он может обижать и так далее. Как вы пресекаете буллинг в школе? Ну, вообще-то, если и со стороны родителей, и со стороны школы обоюдно хотим решить, в смысле, бывают такие случаи, что родители не хотят решить вопрос. Они всегда огораживают ребенка, что все нормально. Это что он вам супер, он лучше, и вам просто кажется это. Но время покажет, время дадим, если опять повторять, это без никаких вопросов, мы односторонне просим, чтобы этот ребенок ушел. А если и родители хотят, что так, на самом деле, давайте решим. Ну, обычно родители тоже хотят добра. Тоже. Но иногда решается этот вопрос. А если не решается, опять же все равно вынуждены будем распрощаться, потому что, еще раз говорю, вот как говорите, как бизнес, но из-за одного тратить весь класс, это тоже плохо, поэтому лучше, чтобы... А если, к примеру, так получилось, что 2-3 ребят с класса убрали, не в начальном этапе, а, скажем, где-то посередине, в средних классах, вы же не можете потом добрать сюда с других школ, которые не прошли с первого класса? У нас желающие по записи всегда есть. Да, то есть в любой класс можно попасть? Да, у нас до сих пор в течение года, даже после Нового года, есть желающие, которые хотят перейти к нам. Но из-за того, что количество ограничено, не можем принимать. Вот когда позвоним, опять устроим контекст и можем принимать. Таких часто бывает. То есть, если у ребенка есть знания, скажем, уровня вашей гимназии 5-6 класса, то он может в этот класс попасть? Пройдя тест. Ну, те, которые даже прошли тест, у нас место ограничено, попросим, что он занимался дополнительно, мы программу дадим, учебники под каким-нибудь залогом, чтобы он позанимался. Будут вопросы по интернету, у нас в сайте, учителя сидят, могут задавать свои вопросы, решать. И потихоньку потом может подойти. Такого часто бывает. Учитывая сложность, вот просто мы просто тему затронули, думаю, вперед бежим, спрошу. У вас же получается физико-математический уклон, очень сильный. Домашние задания, что происходит с ними? Обычно же как дети приходят, говорят: пап, мам, давайте сядем, сделаем домашнее задание. Это, представляю, приходит мне ребенок и говорит: пап, смотри.
И я такой... Я ничего не понимаю там, да. Как вот с домашними заданиями? В основном, еще раз говорю, у нас часов много. Вот представьте себе, сам урок математики веду. Тему прошли, допустим, в теме 20-25 номеров. Мы постараемся где-то 50-60% в классе решить самые сложных. И чтобы, вот я говорю, объяснили тему, там практические занятия, все почти решаем. И даже дети выходят, решают. У нас есть на скорость, то, что кто быстрее это решает. Уже они начинают это понимать. Но все равно на дом задается заново, с нуля до... В смысле, вот эта тема вся заново повторяет. Если, обычно все у них получается. Но в начале, те, которые только поступают с 5 класса к нам, родители часто приходят, возмущаются, что почему 40 номеров, почему 50 номеров за вечер, а что, других предметов нет, что ли, так. Но потихоньку они понимают, что это на самом деле это норматив, это нормально. И дети потом, когда меньше задаешь, они, почему так мало? Это уже хорошо то, что привыкнут они вот к этим сложностям, это очень хорошо. Нагрузка небольшая, я все думаю, это большая нагрузка, если 40 заданий, да, там, например, только... 2-3 часа потратить на математику, да. Еще 2-3 часа на все остальные предметы, допустим. Да, вот представьте, он помимо того, что он занимался в школе 6 часов, да, допустим, он еще часа 4 потратит на домашнее задание, и в общей сложности для него получается 10 часов. Много? Нет. Вообще в нормальных государствах 10-12 часов занятий, еще несколько часов там. А вообще-то 8 часов выделяется на отдых, сон и все. Так что из 3 годика, допустим, я помню, там в некоторых местах. Так что поэтому у них очень... Хорошие результаты, да. У нас дети просто избалованные. У меня вот такой краеугольный вопрос, краеугольный камень, потому что все общество разделилось, в один момент стала популярна ментальная арифметика. Все-таки за ментальную арифметику я против нее был, честно говоря. То есть какая-то арифметика, это не математика, не алгебра. Это машина, электронная машина. Да. Вот поступая, например, в вашу гимназию с уклоном на физику, математику, да, детям помогает знание, то, что они до этого учили 3-4 года читать на пальцах ментальную арифметику? Если честно, я против этого. Почему? Потому что там только машинально готовят. В смысле, как электронная машина, там быстро считать. Калькулятор. Да, калькулятор. Даже все дети, которые там в основном медали получили, но не огласили, допустим, Павел Куимов. Паша Куимов. Это сейчас в 5 классе у меня учится. Даже дети, его одноклассники, не буллинг, а в смысле то, что завидуют ему, потому что у него скорость, порядки, может быть, не 2 раза, 3 раза быстрее, чем других. Задашь задачу, через некоторые... Значит, он, когда пошел в эту ментальную арифметику, у него это был талант, был, в смысле, быстро. У него не то, что схему ему изучать, он на самом деле скорость оперативность, в смысле, то, что у него была очень высокая, поэтому он получил медали там. Сейчас задачи то же самое решает быстро, но, скорее всего, туда не ходит. Почему? Потому что там логика не надо. Вот, самое главное, логика нужна. Там только машинально. А вот сидеть задачи решить. Вот, допустим, я не уверен, что вот те, которые ходят ментальную арифметику, логические задачи задавая, они смогут решать. Или самые элементарные. Были несколько случаев, даже были те, которые медалисты пришли с родителями, сидят, говорю, так, говорю, хорошо, самые элементарные задачи для 1 класса или 2 класса я задам вот на логику. Да, это элементарно. Я может быть, слышит меня, часто этот вопрос задаю, что на ветке сидели 40 сорока. Охотник подошел, выстрелил, попал в 6 упали. Сколько на ветке осталось? 40. Представьте себе, все неправильно ответили. А сколько осталось? Ни одной. Все улетели. Вы улетели же. А все отвечают 34. А это потому что машинально, элементарно. Машинально, да. Не, я считаю, что математика, это же интересно. Это же ты решаешь задачу, у тебя должен мозг работать креативно. То есть ты должен подойти найти подход. Да, найти подход к решению задачи.
И ты такой, вот так вот прикольно сейчас я сделаю, да? А когда ты сидишь и так, 2 + 2 = 4, и все. То есть, а дальше что? То есть тебя вот программируют, и поэтому я всегда против ментальной арифметики был, честно. Потому что я за то, чтобы у детей было дивергентное мышление, не обрубать его. Да, вот поэтому, да, я против самой ментальной арифметики. То есть целиком как явление такое. Да, но может быть есть такие дети, у них это получается, может быть для них это хорошо. Но в основном, как фундаментальное, то, что я люблю, что вот все было, как говорится, логическое нет. А давайте подойдем к нашим организационным вопросам. Персонал. Вот это самый больной вопрос. Где вы находите своих преподавателей? Вот, когда я вначале рассказывал, то, что мы детей, вот не было возможности оплатить вот эти такие вещи. Вот в основном сейчас больше половины персонала наши выпускники. Те, которые хотят успешно окончили, допустим, физтех, МГУ в Москве, город Москвы, или других хороших вузов в России, приходят, порядка несколько лет работают, якобы смешаются эти долги, потом дальше продолжают. Но параллельно они заочно учатся в аспирантурах, даже некоторые после аспирантуры, там у нас и доктора науки работают. То есть вы заложили фундамент вот тогда еще, да, 17? И сейчас вот даже вот это не секрет, многие дети, когда вот 5-6 класс. А как оставаться после университета, прийти к вам? Вы примете нас, чтобы мы вас преподавали? Это вот наши. В смысле, они вот видят, что вот хорошие, результативные ребята, которые были у нас, учились, окончили какой-то хороший вуз, приехали еще раз, там несколько лет работают, подготавливают кадров, потом уезжают. Часто было такие случаи, вот и до сих пор есть. Они несколько лет работают, когда находится замена, потом говорят, можно нам продолжать, в смысле, карьеру там дальше. А если, в любом случае, они там составляют какой-то там, пусть даже 50%, да, от вашего преподавательского состава, а та основа, ваш костяк, где вы его брали? Но костяк мы выбрали вот по всем школам, объявили, что мы набираем вот состав начальных классов. У нас начальные классы очень важную роль играют. Хороших преподавателей собрали, но некоторые отказались, некоторые согласились. Но согласились сразу, мы их приняли. Знаете почему? Соблазн других частных, в смысле государственных школ, у них очень много, в начальной школе. У них 40-50 учеников. Но это не секрет, что они хорошо от этого... не будем озвучивать, эту проблему, это мы все знаем. Когда, допустим, по поводу зарплаты договорились, сколько? 2 или 2,5. Тогда, допустим, в других школах 600-700 сомонов получили. Мы предлагали вот 2000 где-то так. Но некоторые сразу согласились. Сразу мы почувствовали, что это нормальный человек, значит, можно поработать. И они сами лучше вот честно зарабатывать, вот это получить, нежели вот... Заниматься поборами. Вот они, вот этот коллектив уже работает, как говорится, уже давно, уже 2008 года, это начальная школа. До сих пор это коллектив. Но иногда подходят молодые, что вот хотим работать. Уже с молодыми намного легче, потому что как стажер приняли, они видят, что это все, как говорится, надеяться только на себя и на своих учеников. Никакого этого лишнего это не будет, зарплата конкретная. И все, можно и молодых потом, уже есть молодые, которые работают. Так что, а старшие классы, в смысле, с 5 по 11 класс, в основном, еще раз говорю, все почти наши выпускники. И те, которые учителями, порядка несколько, очень мало набрали, где-то 10-15%. Тогда у нас были и доктора наук, и кандидаты параллельно вели в университетах уроки, и у нас. Потом уже... Потихоньку остались у вас. Да, остались у нас. Аттестации каждый раз проводите? Как часто вы, то есть... Вообще-то аттестацию своих учителей мы не проводим. Почему? Потому что сам по себе результаты
учеников. Кроме этого, то, что дети иногда все равно подходят, скажут, у нас вот в этом смысле очень-очень демократично. В смысле, не понравился учитель, но не один, не двоим, а почти больше половины класса. Его можно заменить? Да, мы сразу заменяем учителя. Иногда бывает. Значит, другого учителя поставим, чтобы это позанималось. В смысле, вот, общий язык нашел. Это такие... А есть какие-то бонусы для учителей, да? Например, если у меня в классе 3 медалиста, вот, приехали с какой-то олимпиады и с хорошим результатом. Само собой. Какой бонус будет? Начиная от городского олимпиады до республиканской международной олимпиады, всегда для учителей эти бонусы есть, получают премии за воспитание такого ученика. Это само собой. Кроме этого, вообще-то многие учителя что хотят? Вот когда подготовили, можно мы тоже поедем с этим учеником, допустим, в Таиланд или Болгарию, или куда-нибудь. Но если международная олимпиада, это намного проще, можно организовать. А всемирная олимпиада лимит есть. В смысле, вот по химии 4 поедут, обязательно только один старший руководитель, второй типа помощник. Значит, в коллективе должно быть 6 человек, не больше. Хоть с Китая, хоть с России, хоть с Таджикистана, всего 6 человек. В смысле, 4 ученика, эти дополнительно не получится. Если дополнительно есть наблюдатель поедет, за это надо очень большие деньги оплатить. А вот международные можно вот написать, 6 поехали, еще можно 6 преподавателей или родителей подключить. В основном проблемы с визами же бывают. Сразу пригласили, пришли, визу получили, поехали. И вот бонусы многие учителя хотят в этом. Это поездки, да, поездки. За рубеж. Не только из-за того, что чего-то увидеть, именно получить удовольствие, когда его ученики на подиуме что-то получают. Это для них, по-моему, самое главное, заслуга. Да. Поездка оплачивается, да. Для языка, за чей счет? За чей счет, да. В всемирной олимпиаде буквально до недавних пор все были за счет гимназии. Вот уже порядка 5 лет Министерство всемирных олимпиад почти все оплачивает. А международные олимпиады некоторые, допустим, вот Жаутиковская математическая олимпиада есть, частично оплачивает. Или там юниорская математическая олимпиада. Вот такие есть частично. А в некоторых таких международных олимпиад раньше очень много было. Для детей очень хорошо было то, что, допустим, AMC назывался, это типа спортивная математика. В основном проводились в Юго-Восточной Азии. Вот Таиланде, Индонезии, Сингапуре, Малайзии. В Болгарии тоже было вот такие случаи. В основном до 13 лет участвовали, значит, младшая группа. И все те, которые один раз попали, они все стали олимпийцами, все в будущем. Почему? Потому что сама проведение этой олимпиады рассчитано, чтобы всех детей, как говорится, заинтересовать к этому. Олимпиада всего проводится всего 2 дня, а сама турне неделя или 8 дней. В смысле, приехали сразу, хорошие гостиницы, там погуляли, показали. По экскурсиям, там водные экскурсии, там подводные, там эти. Ну, Юго-Восточная, знаете. Там да, все, красота, круто, наверное, да. И все. Вот один зоопарк в Таиланде что стоит? Посмотреть, допустим, или в Индонезии специальные подводные экскурсии. Я еще раз говорю, вот когда дети один раз увидят, что ради них что делается, они ничего не оплачивают. В смысле, вот если даже дорогу оплатили, и приехали туда, там это все бесплатно уже. Все. То есть родителей ничего не берется? Нет, это все. Это конечно, в следующий раз захочется еще. Но всемирная олимпиада еще вообще круче проводится. Но все равно попасть в всемирную олимпиаду, представьте себе, это очень
А медалисты Всемирной Олимпиады потом действительно могут поступить в любой университет мира? Дело в том, что сама идея проведения всемирных олимпиад, даже некоторые международные, даже вот все российские, в смысле российские проводятся, чтобы принимать студентов. Вот сами некоторые вузы проводят олимпиады, вот Физтех проводит, МГУ, Покоренный Воробьев ГОР или Ломоносовский проводят за счет призеров и победителей этих олимпиад уже принимают сертификат дает, а получает сертификат, приезжает, все, ты уже студент. То есть они таким образом выбирают для себя лучших. Да. И Всемирная Олимпиада, Всемирная Олимпиада, там никто не подходит. Просто фонды. Вот. Выбирай вуз, мы тебе оплачиваем грант на обучение вот этого вуза. В этом вузе, да. Вот, допустим, если какой-то медаль есть, сам ученик, вот, допустим, хотел поступить в Америку. В прошлом году у нас один медалист сдавал сначала TOEFL, получил высокий балл, потом SAT, обязательно есть технический вуз. Вуз выбрал, он видел, что кроме того, что вот TOEFL хороший результат, SAT, кроме еще медали Всемирной Олимпиады, он стал стипендиатом. Допустим, MIT, это Массачусетский технологический университет, попасть туда и договорным учиться, это где-то, не знаю, по-моему, около 50 или 70 тысяч долларов за месяц, за год. А он стал стипендиатом. То есть бесплатно плюс еще и стипендия. 70 тысяч каждый месяц, каждый год стипендию получает. В смысле, оплачивается дорога каждый год 2 раза туда-обратно домой. Общежитие, в смысле, вот все это. Вот то, что дает Всемирная Олимпиада. Обалдеть. Представь, это же есть к чему стремиться даже. А у меня вот такой вопрос. Выпускники вашей гимназии кем чаще всего становятся? Программистами сейчас, разработчиками? Вообще-то есть очень много, на самом деле, программистов. То, что и в Гугле работают, в Яндексе, ВКонтакте, вот в таких местах. Кроме этого, в Фейсбуке. Есть в компаниях работает разработчик, в смысле Hitachi, Mitsubishi тоже. Вот как программист-разработчик, инженер, короче. И архитектора есть даже в Японии. С ума сойти. Прикинь. В институтах, хороших институтах в Германии работают. Вот недавно один наш выпускник закончил аспирантуру при МГУ в Москве, и его пригласили в работу в самый хороший университет Арабские Эмираты. Это какой-то город, я сам точно не знаю, который вообще, то, что он говорит, почти арабов я не вижу здесь. Они все иностранцы. Это кампус, хорошее место, очень приятное, и в смысле оплата хорошая, и можно работать научно и параллельно вести лекции. Я Япония сказал, в Южной Корее пока что пока учатся, еще выпускников не было. Выпускник был один, тоже программист, его пригласили в Сингапур, но остался почему-то в Южной Корее, в какой-то компании. В Америке очень много. Вот именно в сфере программирования. А вы какую-то базу уже даете в гимназии именно в эту сферу? Да, у нас с 5 класса, вот в начале, по 4 класс пока только логическими занимаются, программированием даже. С 5 класса вот основного алгоритм. И начиная в конце 5 класса, начале 6 класса, серьезно программирование. У нас несколько языков, Pascal, C++, Python, вот эти все нормальные языки, которые нужны для программирования, уже база у нас всех учеников почти. Все поголовно почти умеют составить. Слушайте, я так посидела и подумала, сколько мозгов, талантливых мозгов просто утекает за пределы Таджикистана. Есть многие наши выпускники, не то что у нас в гимназии, многие вернулись сейчас, сразу скажу, все банки почти заполнены нашими выпускниками. Рагунский ГЭС,
начиная от лаборатории, все эти инженеры, все наши, в смысле у нас были, ну еще раз, не все же программисты, там инженеры-строители, инженеры, эти химики, которые в лаборатории работают. Даже научные работники многие у нас, вот институт математики, институт физики есть. Окончил какие-то вузы, здесь у нас приехали. То есть не все утекли? Не все. Это радует. Это радует, да. Но патриотов тоже много. Очень хорошо то, что есть. А вот вы говорили то, что я знаю, что у вас очень тяжелые тесты вступительные, чтобы ребенок поступил. В принципе, сейчас во всех частных школах делают тяжелый тест. То есть ребенок идет уже готовый. Он должен уметь читать, писать. Первый класс иметь в виду. Да. И вот ты ребенка мучаешь, он учится, да, то есть с детства нету, чтобы поступить в школу. Поступает в школу, он уже умеет читать, писать, считать. Ему говорят, это буква А. Давайте ее писать целый семестр. Я помню ваше это. Дело в том, что я когда сказал, что конкуренция при поступлении пока что один ко второму на одно место, это все школы мира. А первый класс где-то на одно место почти 10 человек идут. До сих пор. Да. Многие хотят попасть с первого класса, поэтому то, что мы этот тест составляем, там сложение даже трехзначных чисел, сложение вычитания, эти не наши капризы, чтобы отсеять, чтобы мы приняли вот нужное количество. Если подряд берем, у нас столько мест даже нету. Вопрос в чем? То, что вот ребенок уже умеет писать, то есть и он должен дальше продолжать. А он и продолжает, скорее всего, программу у них. Как начинаем, все равно, вот представьте себе, дети поступают, на самом деле вычитать, сложить, вот математически смогут, но читать не умеют. Мы этих даже принимаем. Даже у нас то, что читать умеет, не смотрим. Только чтобы у него была математическая логика. Если логика есть, в смысле вот эти вещи, сразу принимаем. Даже некоторыми, даже на письменно не задаем устно, когда разговариваем, у некоторых детей сразу чувствуется, что вот буквально недавно был один ученик, не знаю, это в 17 или 18 году, 20 заданий, как раз нужное количество, мы посчитали, что больше 12 баллов, а у него 10 баллов. Мама заходит, плачет. Ну, не может быть, что мой ребенок не поступил. Он все, буквально, любое число, не трехзначное, пятизначное скажите, он не то, что сложить, умножать даже двухзначное умеет. Там, как он сможет, если вот читать, если сложить и читать, из 20 баллов 10 набрать? Завели ребенка, еще мне его листочек не сказали, но проверено 10 баллов. Спрашиваем, не то, что еще раз говорю, там 59 плюс 92. Так, даже умножать двухзначные числа, скажешь, он считает. А как тут получается? Ну, сам не говорит свои секреты. Достали листочек, оказывается, он все, даже вычитание, думал, что это сложение, даже внимание написал, ответил. Это машинальная ошибка. Сразу его приняли. Значит, есть люди, которые у них есть все это. Поэтому не обязательно, что он мог. А то, что мы начинаем потом с 1 сентября, как бы с нуля, ну, просто побыстрее проходим. Вот алфавит где-то за 2 месяца все уже читать они свободно умеют. И математику, программирование, английский язык, допустим. То же самое, потихоньку с нуля. Ну, это у вас есть уклон математический, нужно, чтобы, да, а в других школах частных, вот если так взять. Я тоже не понимаю, зачем ребенку идти в школу, ну, вы подготовлены. Да, зачем? То есть мы мучаем детей, готовим, чтобы они пришли, и им потом неинтересно, они сидят, они уже умеют писать, читать. Я не про ваш гимназию говорю. И они приходят, и из-за кого-то, скажем, один тянет весь класс, как вы до этого говорили. Он как-то попал в этот класс, хотя там набор был там страшный, который ни писать, ни читать не умеет, но они все сидят, буква А, буква Б. Искандар, я тебя умоляю. Мы тут такие русский язык в 1 классе начинаем изучать в государственной школе. Вообще-то частная школа, это не то, что с 1 класса. Вообще должны мы обязательно до школы учреждения иметь. Это обязаны. Вообще-то во всем мире так. Сама частная школа должна иметь дошкольной. Да. У вас есть, кстати, она? Нет, к сожалению, нету. Мы столько хотели пока что. Вот это одна из
как говорится, мечты папы была, но что, вот, кроме того, что строительство, еще обязательно дошкольное учреждение. Чтобы дети вот там были уже подготовлены к школе. Чтобы они все одного уровня подошли. Да, это намного легче. Намного легче будет дальше. Вот, кстати, вы сейчас сказали насчет дошкольного учреждения. А на что еще следует обращать внимание родителям при выборе частной школы? Вот если есть дошкольное учреждение, это уже плюс, да, для частной школы. А на что еще обращать внимание? Преподавательский состав, помещение, туалеты, прочее. Многие просто как бы начинают родители советоваться в интернете. Но это такие, может быть, какие-то есть пункты. От чего все-таки зависит, насколько все капризы родителей, к сожалению, не получится удовлетворять. Вот некоторые подходы... я тоже за то, что санитарная норма в школах была хорошая. В смысле, туалеты, столовая, питание. Но даже преподавательский состав не очень-то важен. Сама программа, самое главное, по какой программе идет школа, это намного важнее, чем все другие эти. Да, мы вначале ходили в нашу школу, смотрели, это что за школа, там не видно ничего. Но те, которые потихоньку эти учились, да, были проблемы. Еще раз говорю, все эти, у нас договора очень, порядка первые 4 года у нас не бесплатно учились. То, что у нас был, как говорится, спонсор, который помогал при ремонте этой школы, когда при создании. И вначале оплату учителя отправил, мы держались на это. До 80 человек мы могли, в смысле, смело использовать эти деньги, и все было нормально. Но когда уже учеников стало больше, это денег не хватало, и попросили, что мы дальше будем сами. На этих деньгах, еще раз говорю, построить там школу как музей, эти все были, в столовых были первый, второй, 10. Таких не получится. Чтобы, еще раз говорю, что хорошо, в туалете, эти можно. А питание, чтобы первый, второй, третий было, эти все нюансы, на 10 200 сомонов не получится. Самое главное, чтобы она здоровая была, по сути. Да. Но то, что мы специально, один раз горячую еду дадим, то, что хорошее. Иногда часто меняем меню. Бывает то, что буквально целый месяц в один же тот же день борщ ели, они сразу, многие дети, нам уже надоело, давайте менять. Мы меняем. Эти вещи так. Но хорошо, что плов никогда не меняют. Они просят поменять, да? Плов любят все. Такие есть, да. Родители, еще раз говорю, бывает, как очень капризный, но придется уладить и объяснить все то, что, к сожалению, так. То есть, и то, что вам в прошлом году снизили налоги с 18 до 5%. У вас НДС был очень высокий, это было просто страшно. Вообще это, сразу, когда снизили, меня сразу поняли. Почувствовали? Да, зарплату повесили, чтобы учителям было еще. То есть вы эту разницу просто фактически вложили в свой персонал? Пока учителя, если очень мало получают, все думают, как жить, это никогда они хорошо работать не будут. Поэтому надо так делать, так, чтобы хотя бы об этом не думали. Самое главное. И все. Там в основном тратится на учителей. То есть школу пока вы только еще не закончили, да, все-таки? Строительство? Да. Не, у нас только где-то 45% достроено. Но постараемся еще собрать, найти спонсоров. Но, к сожалению, пока в Таджикистане найти спонсора, чтобы он помог. Тоже. А может, те ребятки, которые ваши выпускники, услышат и решат помочь? Да, они уже были. Потому что мальчики уже хорошо зарабатывают, наверное. Скорее всего, так и сделаем. Сделаем потихоньку. Этот, как говорится, эпидемия пройдет, соберемся. А, кстати, да, на время пандемии вам приходилось распустить детей?
Да, когда было? С 24 апреля, да. До 17 августа, то есть они тоже не учились. Не учились. Удаленно? Но мы, когда уже ситуация была нормальна, вот где-то с 10 июня, потихоньку начали там кружки олимпийцев собрать, потихоньку, чтобы заниматься, а то они тоже... Совсем расслабились, да? Не то, что они дистанционно занимались, но дистанционно это не то. Когда Ну и возможность, интернет дорогой. Да не то, что дорогой, но просто когда сложные задачи решаешь, часто вопрос появляется. И каждый раз часто задавать, это тоже ну, это, неудобно. наверное, да. И лучше, преподавателю напряженка такая. Да. А у меня вот такой вопрос. Сейчас родители за детей начинают придумывать. Ты, например, должен хорошо знать математику. Он знает все, но вот не математику. В голове, то есть склад ума другой. У вас бывали такие случаи? Вы потом говорили родителям, что давайте в другое специализироваться. Зачем вы здесь мучите? Вообще-то, к счастью, родитель подходит к нам, от нас спрашивает, как вы считаете, что мой ребенок математиком в хорошем состоянии или физиком? Вот у нас спрашивает, это хорошо. И мы тоже у детей не спрашиваем, потому что они даже сами должны выбирать свои направления. Буквально недавно у нас отбор был на районную олимпиаду. В школе мы создавали. Вот есть дети, которые и по математике, и по физике, и по программированию, допустим, 3 предмета прошли. Там первое место или второе место занимали. Я подошел, спросил, по какому предмету сам хочу участвовать. Можно подумать до утра. Но я знаю, что он у родителей не спросит. Он для себя, что мне лучше. Он настолько самостоятельны, что они самостоятельно принимают решения. Вот как раз в 5 классе, вот как про Пашу я сказал ему, учитель информатики подошел, говорит, вот у меня 4 человек записаны по информатике. Между прочим, там Паша первый там идет. Может, он по математике хочет? Я говорю, Паш, ты что хочешь? Подумал, через несколько минут говорю, лучше давайте по информатике. А говорю, почему не по математике? Тоже походили. А по математике желающих, там ребят тоже хотелось бы, тоже на меня участвовали. В смысле, уже за своих одноклассников. Он переживает. Так говорит, и поэтому у меня очень сильный, говорит. В смысле, вот такие, они уже думают о своих товарищах, о детях. Это очень хорошо. В смысле, это пока что, как говорится, районная олимпиада. Они максимум до зональной едут. В республиканской олимпиаде, по-моему, я не знаю, будет, не будет для 5-классников. Это раньше вообще не было, только 11 классов участвовал. А сейчас уже потихоньку для всех классов устраивает. Это очень хорошо. Для детей это, как говорится... Супер, посмотри, какие детки. А у меня вопрос, вот мне просто все дико интересно. А бывало ли такое, что у вас учились ребята, или вы приходили, бывают же дети аутисты, которые хорошо считают, скажем, но социально не хотят с другими общаться. То есть у вас такие ученики бывали? Бывали. И есть. Вообще все умные дети немножко странные. Талантливые, да. Немножко странные. Ничего. Один ребенок, он был такой, вообще не то, что не хотел, он, по-моему, у него не получилось общаться с другими. Когда в 6 классе, в 7 классе, по-моему, или в 6 классе, он попал в одну олимпиаду, мама подошла, говорит, я тоже должна с ним ехать. Я говорю, зачем? Там и руководили. Нет, вы до сих пор не знаете моего сына, лучше, чтобы я с ним поехал. Но это была международная олимпиада, мы сделали так, что визу получили и отправили. Потом руководитель подошел, говорит, да, оказывается, он до сих пор как 5-летний ребенок. В смысле, он вот такой, очень умный. Следующий год иногда у нас по договору с несколькими учителями, в смысле, кто в этом году должен ехать, мой черед был.
Когда она подошла, в следующий год тоже попал этот ребенок в этот состав, именно такую же Олимпиаду, спортивную математику. Я говорю, в этом году я сам езжу. Так что я буду за ним присмотреть, давайте не езжай. Не получится. Я говорю, давайте попробовать. Вот я уже проблемы знаю, чтобы он немного чувствовал самостоятельность. И у нас так получилось, что мы вообще должны были лететь в Таиланд, билет купили мы, и где-то 23 часа должны были оставаться в аэропорту. В Нью-Дели, в смысле... В Индии, да? В Индию, да. Хорошо, что аэропорт очень хороший, большой. Но первые часа надо было смотреть, как этот ребенок ходит вообще. Не представляете, это как младенец первый раз шаги ставит. Представьте себе, вот он такой, он вообще не привык. Ну, буквально через несколько часов он поэтому... Освоился, да, все, уже ходит. Вот после этого уже все, без мамы он ездил. Он стал более-менее открытым. Иногда надо вот таких детей более-менее сделать так, что они стали самостоятельными. Это, как говорится, к сожалению, вина родителей. То, что их всегда как называется? Пробирки вот, держат. Пробирки держат, да. Опекает очень сильно. То есть не нужно загонять в общепринятые рамки, да? Да. Юсуф Абдуфатович, пан или пропал в сфере образования? Но из-за того, что у нас есть удача, в смысле вот эти хорошие выигрыши, результат есть хороший, значит, мы пан. Спасибо большое. Классно получилась беседа. И за беседу, за вашу деятельность большое спасибо. И вам спасибо. Друзья, слушайте подкаст «Три медведя. Пан или пропал». Там, где вы слушаете, подписывайтесь. Всем пока. Всем пока. Спасибо.